Начинаем концерт 65-й эстафеты культуры и спорта.
oyulanlar kollarına gidiyorlar düzgün dağını. Mene hanalas uluğunda ikkis bağdıran ehliye gitti. Dönü, yüeske, günü görüp, saha sağlığına söyler bir. Beş kılahı bilere ulahan conu öğrenir. Sahip side barıyda konu bilgiciyle boğulan. Göster silinen ergiye buldan altan verir. İye, Iras üçüm sarava, gelen hırslı birsine. Vali kısmıcıya, min sürah bittik buna. Irasana yüzgü, Iras sırdık zırhından. Ilık soğuktur gıybıdan, takdir kıskan bir yer. Sayılı ciğerlerin ahas ağrınan bu arası da emiske ağlıydı da kolunu kurdu öre dıllar soğumar surat dargana baktı da güle yüre durdu ayıla güre sonunu duda Gerte düstüde seni yettil ciyetten ciğere Kara bu argısta irmide Çumbu sayılıp ciyedin boğun Seni dıyız dıyala adıllağı da Uluğa doydu bu barcamın Öster oğulları Durarga ölür bu da Mantan seriye baktıklara Kıvakıyı balagan ciğerinde Irak'ta geridim sayıhan kaldı da Kırcağız diye Mantan seriye baktıklara Barcamın algının ıla Dalvarlı kaldı da alas Kucuklar ottaktan Uhun sıhı alcıda, simerhotta konuda, manna kurar ostolba, ustana hırsıllarga. Ördeğin edeci, östör sabah üspüde, sürer oğlu, ot seri budolgana, üpüde. Süreğinen billere, ergilli bet analım, Öydü bünyük bağına, vurur bu da bumanna. Kömüstek almazda kotugu kıraydan, Sahıllak sarbalak sahabıt siritten. Döröbüt yüzge, bağdaram siritten. Barbıdım, östöğten doydum kömüskü. Sağ-say çülgiyer ayılğa siremer, Konuğa dal kuyar simekki simeğer. Hallantam kutullar, göregey doyugar. Süreğin has bir deyde mide, ihirler. Men ölbel üyelak olağı olurdum, Barcamar mercidin min tığnak boluğu. Olan kanamağar ahtıllan ahığı. Oğluğa at ol, bastın ele diyelim. Евгений Платонов, Анна Бурдышева, Анна Гоголева, Алмаз Гоголев, Тырнаков.
Надежда Захарова.
девочка, маленький, узракарин, бастыгажа, дебютер. Дорогие зрители, наш концерт подошел к концу. Через несколько минут начнется вторая часть смотра художественной самодеятельности. Внимание на экран.
ходили. Уж кто-кто, а твой папа Коля настоящий солдат Великой Победы. Ой, правда. И нынче только боевые медали и ордена свидетельствуют о том, насколько мужественно и отчаянно сражались нынешние наши старики-то в войну. Неправильно делают, что и дают им награды. Да, Ульяна? Правильно, правильно. Ну, Да. а ты, Ирочка, не стой. Иди, принимайся за дело. Там на кухне дел полно. Ой, ой, ой. Ну что, Ульяна, давай рассказывай. Как дети, как внуки поживают? Ой, да все по-тихому. Дети-то выросли у меня уже. Вон дочка 3 внучат ударила, да. И сын 2. Видел бы все это. Да, уже как судьба. Ой, а мои-то тоже так быстро подрастают, радуют меня каждый день. О, хорошо. Постоянно про войну спрашивают, что характерно, внимательно слушают. О, правильно, правильно. Ой, Лен, а ты помнишь, как мы своих мужчин провожали на войну? Ну, конечно, помню. Ты знаешь, сколько лет прошло, а мне все время слышится его голос. Береги детей, дай им образование. А я не знаю, как судьба сложится. Я выполнила его наказ. Подняла детей, выучила их. А не вернулся. Вот такая судьба. Ну, солдат, я. Ой, Господи. Нет, как же тяжко. Да, а мы-то с моим Макаром только-только перед войной расписались. Первенца нашего ждали. А потом, помнишь, на вокзале-то он мне все твердил: я еду бить фашистов ненадолго и скоро вернусь домой с победой. А потом, когда они пропали, отец Алексей что говорил? А может быть, наши сыночки-то и живы? И все в пример приводил Матвея, сына Семена Гаврилева. Ведь они сначала-то на него похоронку получили, а потом, через 3 месяца, он им сам написал из госпиталя, что живой. Вот так, с надеждой на возвращение Макара Алексея, они и померли. А ты помнишь, когда Николай-то вернулся, а все говорили: ой, хоть бы меньшенький бы еще вернулся. А мы с тобой до сих пор Богу молимся за наших. Ой, Ульяна, сколько мы с тобой пережили. Но, слава Богу, фашиста до нас не добрался. Ой, правду говоришь. Ой, а Николай-то, он бедный, как натерпелся, инвалид на всю жизнь. А все проклятая фашистская мина. Все у него отняла. Мечты учиться, возможность зачать ребенка. Но его не сломила знаменитая Крупотская сталь немцев. Все выдержал, все выстоял. А вот осколки войны-то до сих пор его беспокоят. Ой, ночами так плохо спит, часто просыпается, встает, вот и спать-то ложится, где посветлее, да поближе к выходу. Ой, бедный, бедный. Ой, Николай, да. Ой, ну что? Давай с тобой выпьем за наших. Ой, да, судьба такая солдатская. Ой, ну дай Бог. Всем живы. Николай скоро придет, ушел где-то на парад. Да. А ты помнишь, вот, Коля-то Даша-то была? Даша-то, да как же я ее не забуду-то? Ой, да как она нам читала
письмо-то с фронта. А мы-то ждали хоть какую-нибудь весточку. Ой, да. А ты знаешь, ну, ведь Дашка-то чуть нашей роднёй не стала. Да ты что? Да, уж мы так радовались. Вот. Они вот все, когда с Николаем-то встречались, вот, все так мечтали. Вот они выучатся, поступят учиться дальше, да. Потом поженятся, детишек нарожают. Да вот как-то и не сложилось у них вот. Да. Слушай, а ведь Николай-то до сих пор Дашке письма пишет. Вот каждый день, сколько лет прошло, а он все пишет, и все складывает, все никак не отправит. Ты не отправлял? Нет, не отправлял. Я уж сама подумаю, не пойти ли мне тайком на почту, да не отправить. Вот Дашка-то будет рада. Так ты что, ничего не знаешь, что ли? Чего я должна знать? Так Дашки-то уже лет 7 как нету. Померла Дашка-то. Ты что? Да. Ой, Царство ей небесное. Господи, Ой. царство ей небесное. ой, Да, да. как же так? Да, Ой, да. а Николай-то? А. Ой, ты смотри, Ульяна, Николаю не проговорись. Ой, он старый, сердце не выдержит. Да не, Ой. Бог с тобой, ничего. Ой, ой, кажется, Николай пришел. Николай пришел. Ну что, закончился парад. Ну, проходи. Смотри-ка, кто к нам приехал. Мой хороший, здравствуй, здравствуй. Столько лет Рада я тебя видеть. Ой, хороший. А ты все, мама тебе... Ну, куда уж там молодец-то нам. Это, Гуля, а чего у тебя? Ой, тише, Ульяна, тише. Что-то как из пустой глазницы до сих пор кровь идет. Маша-то медсестричка каждый день ходит, перевязку делает. Ой, да еще нынче осколки-то войны зашевелились, нынче ударный бой, целых 3 осколка Маша вытащит. Да. Да что вы там все разболтались, не видали, что ли, 100 лет? Первоначально ты стали собирать. Но блюдце было и не условно. Ну давай, Ульяна, давай. Ну давайте. Ой, Коля, как я рада тебя видеть, мой дорогой. Давай вот. А что, как сама-то? Да ничего, вот видишь, же приехала в гости к вам. О, погостить хочу. Ой, давайте, вот. Дети, внуки? О, да растут уже. Дети-то повырастали, у меня уже внуки есть. О, а мы потихоньку стареем. О, и вот как-то так. Там что, огурцы, помидоры? Ой, есть, Коля, вот и я тебе ее мира подкладываю. Давай. Ой, и колбаску положу тебе, Коленька. Давай. Ну, давайте. Ой, праздник-то у нас какой великий-то сегодня. Ой, давайте. Давайте, Ой. выпьем за победу. Вот. А сколько погибло ребят? С нашей деревни 49 не вернулось. Все от Сталинграда до Харькова безымянные могилы. Вот. От Харькова до Берлина братские могилы. Вот там есть брат наш. Ну, чтобы больше не было проклятой войны. Ой, правду говоришь. Ой, чтоб не было войны. Ой, Господи. Ой, Коленька, закусывай. Закусывай. Вот, возьми огурчика, закуси. Да. Ой. Ой, а праздник там такой устроили. Кто-то пришел. Кто там? Иван Егорович, здравствуйте. Дорогие избиратели, здравствуйте. Здравствуйте. Пришел поздравить вас с Днем Великой Победы. Ой, ну И проходите. отдельно Николай Николаевич. Ой, ну проходите, Пожалуйста, проходите. Гости будете. Слушай, ну-ка, быстренько письма принеси. Принеси Все письма. письма открыты. Все открытки. Ульяна, неси Каталинку в главе. Ой, Пришел поздравить ветерана войны.
моего взводного прочитай. Ну и как надо, головы там хорошо, ну, напиши прямо вот тут. Напиши слово. Все сделаем. Да. Поэтому... А вот, может, помнишь, как я в составе делегации ездил по местам наших боев? Когда я в составе делегации ездил на места наших боев, я как будто бы на 50 лет вернулся назад. Я вспомнил весь ужас этой проклятой войны. Я вспомнил, как наш полк попал в окружение под Харьков. И как мы, солдаты и офицеры, делились всем последним, что было у нас. Продовольствием, боеприпасами, махорочкой. Я вспомнил, как ребята с одним штык-ножом ходили в атаку. Я вспомнил, как после артиллерийского обстрела перемешалось все. Земля, люди, деревья, железо. Все перемешалось в однородную массу. Я вспомнил, как по приказу умирающего командира полка я и еще несколько наших солдат выполняли приказ, спасая знамя полка, обмотав его вокруг себя, как мы через немецкие облавы, патрули, постоянные обстрелы, через болото шли к своим. И мы выполнили приказ. Но в живых остался только я один. Только я один. Я не знал тогда, что меня полуживого, раненого, привезли в госпиталь. И врачи отказались оперировать меня. И мой командир под дулом пистолета заставил их, врачей, меня прооперировать. И вот я живой. Живой. Я не знал тогда в госпитале, что наш полк еще дважды попадал в окружение, что там погибло 250 тысяч наших солдат. Этих генералов только 40 человек. И когда мы, жены погибших мужей, матери погибших сыновей, сестры погибших братьев, и мы, кто остались,
живых взяли по горсточке земли и высыпали. То образовался холм. Холм. Похожий на курган. Как хотелось бы забыть это все. Забыть. Ну, не имею права. Не могу. Ради памяти погибших товарищей. Александр. Афанасий. И много других. Ради чистого неба над головой. Ради будущего наших детей и внуков. Успокаивайся, Николай. Ну что ты так расстроился? Ты же солдат. Все. Давай, бери себя в руки, успокаивайся. Держись, Николай Николаевич. Ты же русский солдат. Письма я твои передам, телеграмму отправлю обязательно. И самое главное, от администрации в честь Дня Победы лотерейные билеты от русского дуба Селинга. Достаток в каждый дом. Ладно. Поздравляю. Ладно. Спасибо, что не забываешь. Главное, будьте здоровы. В район пора. Давай. Не будем задерживать дела. Понимаем, хозяйство большое. До свидания. Давай, Иван Егорович. Спасибо, Ой, дорогой. спасибо за хлеб, за соль. Иван Егорыч, вам спасибо, уважили старика. До свидания. Заходите по возможности, он рад бывает вам. Вот голова-то у нас какой. А что, просто уже ушел? Да пошел, дела у него. Да, дела. Ну ладно, ну что ж ты, ну ладно. О, посидим. Доченька, Да-да. вот смотри, там где-то за шкафом в пыли, наверное, вся там гитара моя. О, сейчас посмотрю, Петя. Посмотри, принеси. Петь, Николай. Ага. Ой, Как-то хорошо, да, в душе. грустно. Майскими, короткими ночами, отгремев, закончились бои. Где же вы теперь, друзья? Она молчали. Боевые спутники мои. Где же вы теперь, друзья? Одна молчали. Боевые спутники мои.
Да, Коля, тихо, Коля. Садись, садись. Надо уложить. Отдохнуть тебе, Николай, надо. Вот, Коля. Когда же это все кончится? Господи, да что же? Вот, переехала к ним помогать. Так каждый день. Да уж какая я помощница-то. Не говори. Я сама-то уж старая, мне самой-то помощь нужна. А у него вот так каждый день. Вроде как победа, а вот все еще горько на душе. Да все проклято, каприйская мина. Я его уложила. Ой, слава тебе, Господи. Меня отец с матерью взяли на воспитание у сына старшей сестры отца. Я выросла обласканной, безграничной отцовской и маминой любовью. Но при этом они были такими мудрыми, что мы с малых лет знали, что у нас есть другие мамы и папы, братья и сестры. Мамы не стало. Пришлось очень нелегко. Хорошо, что мы настояли на том, чтобы он снова женился, и познакомили его с Марией. Но ее не стало. Иногда представляю, что могло быть, если бы у отца были свои дети, то тогда бы они меня не взяли. Ирочка, ну что ты? Успокойся. Ну. А где же наши глазки красивые? Дай-ка я тебе слезки вытру. Ой, да моя хорошая. Ты брось эти разговоры. Знать, судьба так распорядилась. Не говори больше так. Всем привет! Как ты выросла? Вот спроси. Стол уже накрыли? Да, конечно, праздник же. Ой, Макар, а ты нормально-то поесть не можешь? Да, я быстро. Не только пришел. Я опять... А где моя сумка? Макар, а куда это ты собираешься? Да, гулять с друзьями. Так ваши класс кино должен идти. Ну да чего тут смотреть-то? Было бы что-нибудь интересное. А то фильм про войну. Чего я там не видел? Скука-то. Да ты что? А ваша Евгения Марковна потом ругаться не будет? Вот я нашла его. Спасибо. Да она и не заметит, если я тихонько уйду. Вот ты смотри-ка. На улице вон, весна, тепло, хорошо. А я буду смотреть фильм. Ну, ладно, я побежал. Пока. Лена, ты что? Тебе плохо? Лена. Успокойся, я сейчас твое лекарство принесу. Лена. Бабушка, что с тобой? Лена. Нет. Принеси лучше мою шкатулку. Бабушка, ты взяла бабушку. В моей комнате, Ира. В тумбочке. Все, успокойся. Ну, Еще выдумал. успокойся. Ну что ты прямо? Вот. Хватит слез на сегодня. Что в этой шкатулке, бабушка? Ой, Макар. Шкатулка хранит столько интересного. Бабушка, расскажи. Вот, Ульяна, посмотри. Ой, Макар, смотри-ка. Это вот твой дедушка и я, молодые. Я здесь так на дедушку похож. Нос точно мой. А я всегда это говорила. Вот тебя в честь него Макаром-то и назвали. Вот. А это твои дядя Алексей и дядя Коля до войны. Дядя Коля здесь такой молодой и смешной. Да. Ой, внучек, не знали мы тогда еще, что нам придется пережить. А ты про войну-то ничего и не знаешь. Бабушка, так это же было давно. Разве помнишь? Да разве ж такое забудешь? Бабушка, расскажи. Ну, присаживайся, хочешь послушать? Присаживайся. Твоего дедушку, моего мужа,
забрали в первые дни войны. И сначала, ну хоть изредка, да получали от него письма. А потом письма перестали приходить. Ой, сколько бессонных ночей я провела, сколько я слез выплакала. А твой прадед все говорил: раз похоронки нет, значит живой. И вот в конце 43-го получили мы наконец-то от него письмо. До сих пор порохом пахнет. Сложено-то как? Треугольником. А пахнет-то как? И вправду порохом, бабушка. На-ка вот, Макар, прочти. Если получите это письмо, по указанному адресу напишите. Раны мои заживают. Возможно, скоро отправлюсь на фронт. Шлем всем горячий привет. Ваш муж и отец Макар. Ну, казалось бы, всего 3 строчки. Ну, что здесь особенного? А в нашей семье был такой праздник. Бабушка наварила картошки в мундирах. Всем ребятишкам дала по 2 кусочка хлеба. И чай мы в тот день пили с сахаром. Бабушка, а в войну что, не было сахара? Что ты? Это было такой непозволительной роскошью. На фронтах шли бои, а в тылу все тяготы и заботы легли на плечи женщин, стариков и детей. Я помню, как ходили мы в обозе за 90 километров до ближайшего аэродрома, отправляли на фронт зерно и одежду. 90 километров? На лошадях. Да. Ой, во время войны все жили под одним лозунгом. Я знаю, нам по истории рассказывали. Все для фронта, все для победы. Да. Твои дяди и тетя быстро повзрослели. У них было много обязанностей, но они продолжали ходить в школу даже тогда, когда в здании было зимой очень холодно. И что, бабушка, страшно не было? Страшно? Еще как страшно! Но мы были рады тому, что фашист до нас не добрался. И все, кто дожил до этого светлого дня, никогда не забудут. Звучала музыка, слышались голоса. Конец войне! Победа! Сегодня на площади я рассказывала стихотворение. Ой, давай, прочти, да, Макар, прочти. Давай. Пусть будет мир, пусть пулеметы не строчат, и пушки грозные молчат. Пусть в небе не клубится дым, пусть небо будет голубым, и бомбовозы по нему не прилетают никому. Не гибнут люди, города, мир нужен на земле всегда. Ой, Макарка, молодец, Макарка, молодец. Молодец. Вот в такой день вернулся с фронта один дядя Коля. Макар, вот все письма твоего деда с фронта. В них вся его фронтовая жизнь и жизнь его однополчан. Я хочу их передать тебе. Вы должны знать и помнить. Спасибо, бабушка. А когда ты вырастешь, ты передашь эти письма своим детям. Спасибо, бабушка. Я буду беречь их, как ты берегла. Береги. А что, Макар? Какой фильм-то сегодня показывают? Офицеры. Офицер! Ой, какой хороший фильм! Раз хороший, значит решено. Я иду смотреть. О, кстати, бабушка, можно взять эти письма, показать друзьям? Конечно, можно. Возьми. Всем покажи, всем Только покажи. береги. Спасибо, бабушка. Ну,
Закрывай. Ну, ладно, я побежала. Все на бегу. Ну, беги, внучек, беги. Счастливо. Ну вот, что я говорила. Ой, Ой, быстро растут. Ой, не говори, растут каждый. Тут пришел. Здравствуйте, здравствуйте. Ирка, здравствуйте, всем здравствуйте. Ирма. Праздником, праздником. Ой, Леночка, Леночка, дорогая. Ой, а это кто там? Проходи. Не узнаем-ка? Ульяна. А ты что там не из нас приехала? Ну, ой, обязательно зайду. Как освобожу, сразу к тебе. Обязательно. Не заходит вообще. Приду. Ну, что вы надо? Ну, проходите. Проходите. Ой, да ну, ой, да куда? А у вас Ника? А что песни? Да сидим, все вспоминаем. Не хочет с нами праздновать победу? Николай? А я его сейчас подниму? Как это? Мы не будем без него праздновать? Ведь не будешь искать. Нет, Николай! Помни меня. Подними сейчас старика. Я тебе ногу Да что ты там все кричишь? как кричу. Праздник такой хороший. Давай человек кричит. Ну кричу. Ага, с праздником. Праздник. Вот, видите, поняла? Ну, а? Вот тебе Ну, сам. ты всю жизнь такая. Да как ты кричишь-то на всю деревню? Ну, Давайте, присаживайтесь. Давайте. давайте. Вот сейчас налью я вам. Давайте, мои хорошие, давайте. Садитесь. Вот. Давайте, Варюночка. Ой, какой праздник у нас великий. А давайте выпьем за победу. Давайте, мои хорошие. Коля, А ты- помните, как вы провожали своих мужчин? Помните? А потом ждали, а потом встречали. Как хорошо. Давайте выпьем за победу. Разве забудешь? За солдат. Да, за солдат. За все. За Ивана. За Николая. Ой, за наших мужчин. За мир. Да. Ура! Ой, ура. Ой, закусывайте. Вот пирожочки Давайте. прямо свеженькие. Девочки, видите, видите? Что я вот так скажу? Это благодаря нам, солдатам, пришел мир в этот дом. И мало кто знает, через что нам пришлось пройти. Но мы выстояли, мы смогли это сделать. И подвиг наш будут помнить веками. О нас будут слагать песни, писать книги. Потому что, не побоюсь этого слова, мы солдаты, мы герои. Николай! Коля! Девочки, что сделаете? Ой, давай, Ира! Ира, музыку! Николай, что с тобой? Как случилось чего? Случилось? Много лет назад случилось. Ты, видимо, забыл все. Сердце у меня болит из-за того, что я помню. А я тебе напомню сейчас. Помнишь, 42-й год, когда мы в окружении с тобой вместе с ребятами там в разбитом блиндаже
Я просил тебя, давай, давай, сколько есть сил, возможностей, будем мстить. Мстить, пока есть силы, есть. Что ты мне тогда ответил? Что ты мне тогда ответил? Что это судьба у них такая? Что ничего уже не изменить? Что давай переоденемся в гражданскую одежду и через город будем прорываться свои. И тогда нас бросим там. Да, бросим. Сашку, Афоньку, они тебе по ночам не снятся. Ты нас бросил там. Я уж думал, ты не вспомнишь. Столько лет прошло. Мы живы! Да живы, живы! И это главное. Пора забыть это все, друг мой. Кто друг? Ты мне друг? Николай! Ты с ума сошел! Николай! Друга бросаешься! Катя, друг! Что я не права? Катя, Николай! Ой, к нему! Катя, Совсем не помогла? За что? Николай! Успокойся, Коля. Ну вот опять расстроился, Господи, ну что? Николай! Да что ж ты творишь-то? Люди к нам с добром! Нет, не начинайте! Успокойся! Пожалуйста! Ухожу. Куда ты пойдешь? Коля! Да куда ты собрался-то? Николай! Все! Николай! Надоел! Да я что я дома делал? Давно не... Ирочка! Да что ты выдумала? Вставай! Ира! Иди, Коля! Успокаивайся! Давай! Бери себя! Лена! Николай! Видишь ты, что натворил? Дочка плачет! Вот до чего довели твои разговоры! Да надо было давно ехать к ней. Куда? Ехать надо было. Сколько лет. Я письма все ей покажу. Я ей дам почитать. Она все поймет. Прости. Вот дурак старый. Чего раньше не поехал? Чего не поехал? Надо было ехать. Николай! А вы что думали? С ума сошел, дышит, каждый день ходит за них больше. Все, теперь все будет так, как должно. Сам решил, и она толком не шла. Все. Лена, да скажи, Николай, остановись! Да нету твоей Даши больше! Коля, ты говоришь, уже 7 лет как нету! Николай, Коля, ее нету больше! Коля! Оставьте меня. Ну
голуба моя, ты для меня только краше. Долгие годы спустя письма, посланники сердца, не устаю я писать. Жаль, что у них адреса нет, некуда их отправлять. Только все это не важно. Ты в моем сердце сама. Верь, наступит то время, когда увидимся вновь. Спектакль в минуту забвения по мотивам пьесы Дмитрия Наумова «Осколки войны». Театральный коллектив «Эврика». Режиссер-постановщик Мария Владимирова. Etnikin kesilerge tengen, çeken çektik bolan, uğun jolluq olağu. Добра и счастья вам без края, чтоб сердце билось без помех, работа спорилась любая, во всем сопутствовал успех. До новых встреч!